Говорят, без села нет города. А сегодня аграрная Тува испытывает дефицит продовольствия собственного производства. Речь не только об овощах или зерновых, но и мясной и молочной продукции. На прилавках магазинов почти вся продукция завозная из соседних регионов. На закупку той же молочки в год тратятся миллиарды рублей. А все потому, что нет собственной переработки. Почему, имея надой в одном хозяйстве свыше 500 литров молока, в день в магазинах республики нет тувинского молока? Ответ очевиден. Нужна переработка продукции, и здесь многое зависит от инициативы снизу. Чтобы иметь детальное представление, исполняющий обязанности главы Тувы лично переговорил с фермерами и жителями села. Товаропроизводителям помощь от администрации получается в основном большей части мы выделяем земельные участки по подсев зерновых культур, кормовых культур и также под пастбище для животноводства. Хозяйство Саина Васильевича производит посев на 6000 гектаров. В большей степени при выделении земельных участков были выделены такие посевные площади, где возможно было посев зерновых культур. Как и в любом деле, одним из ключевых является кадровый вопрос. Людей, которые хотели бы работать и зарабатывать на селе, не хватает. Республика нуждается в специалистах, которые могли бы отстроить процесс переработки. Необходимо запускать линию по упаковке и отлаживать каналы реализации и сбыта готовой продукции. Полную реконструкцию, реанимацию хозяйства проводить, ремонт стада, оборот земель запускать. Шанс хороший, земли есть. Люди, я думаю, тоже здесь найдутся в деревне, кто готов работать и поднимать свою родную деревню. Эффективное управление, организация труда – это самое главное. В Рио главы Тувы уверен, что нужно сделать все, чтобы возродить перерабатывающее производство в каждом кожуне. Иначе никак. Только при этом условии будет и достойная зарплата у сельских тружеников, и качественная недорогая местная сельхозпродукция на прилавках. Полтонны молока нужно перерабатывать, продавать. Мы же нуждаем, все завозится из-за Саян. 90 сколько-то процент все завозит Саян. Вот для этого мы как раз ездим, да, что есть, хотя бы это, что есть, восстанавливать. Потом уже создавать новые, строить новые, да. Новые поголовье поднимать, надо, дойные, так сказать, хорошие, так сказать, племенные, да. Так. Вот. Если брать, когда вы можете уже в рамках государственного партнерства, да, вот, уже приступить к работам. По итогам работы исполняющий обязанности главы Тувы поручил Минэкономике и Минсельхозу произвести расчеты и анализ эффективности ряда сельхозпредприятий Кахемского кожуна. Также он призвал местные администрации выявлять и поддерживать инициативных граждан, желающих заняться собственным сельхозпроизводством. Айсу Монгуш, Чайхан Донгак, Ангар Ожак, телеканал Тува 24.